Как Рамзан Кадыров инвестировал в недвижимость Эмират. Его двоюродный брат купил в 2014 году здесь виллу на сумму 14 миллионов долларов. И не где-нибудь, а в комплексе забил сарай на той самой пальме. Это не просто покупка недвижимости, эту виллу неофициально использовали как посольство Чечни. Рамзан Кадыров там встречал бизнесменов и даже угощал Майка Тайсона. А в 2023 году они купили еще 3 виллы, каждая по 6 миллионов долларов. Сразу хочу сказать, что это отличные инвестиции, которая выросла уже более чем в 2 раза. Отличный пример, Рамзан Ахматович. Потратил все свои деньги до того, как объявили кризис, поэтому у меня таких средств нету, чтобы хранить или там, или там в долларах, или в рублях, или еврох. У меня сейчас, я думаю, конец месяца зарплату я получу, я буду думать, что надо с зарплатой делать, а так нет у нас таких средств, чтобы думать и чтобы голова болела. Вас о чем не спросишь, откуда деньги, вы говорите от Аллаха. А ты докажи, что не Аллах. Вы меня рассмешили. За 25 лет марионетки русского режима в оккупированной Ичкерии так и не решили базовые проблемы жителей. А была ли вообще цель их решать с учетом того, что русские вели против чеченского народа кровавую захватническую политику, и их цель была и есть насильственная оккупация, а вовсе не развитие и благоустройство чеченского народа? При этом марионетки Кремля великолепно обзавелись дорогой недвижимостью в разных странах, таких как Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и других. На виллы в Дубае у ярых проводников русской оккупационной политики в Ичкерии всегда находятся миллионы долларов, а вот на ремонт трансформаторов в ее селах или восстановление водопровода в Катар-юрте средств вечно не хватает. Как будто денег действительно нет. Особенно удручающее положение сложилось в образовательных и медицинских учреждениях. Верные своей профессии педагоги и врачи вынуждены буквально выживать на мизерные зарплаты. В условиях тотальной безработицы и отсутствия альтернатив на рынке труда многие из них вынуждены брать с обучаемых или пациентов взятки, чтобы прокормить свои семьи. Эта система особенно выгодна оккупационному режиму, уличая педагогов и медиков во взяточничестве. Русские марионетки шантажируют их увольнением, вынуждая делиться частью полученных средств. Следует отметить, что в оккупированной русскими Ичкерии до сих пор сохраняется огромный дефицит во всех отраслях промышленности, а следовательно, критический уровень безработицы и массовое нетрудоустройство населения. Множество чеченцев живут в долгах и кредитах даже на элементарные продукты питания, не говоря уже про остальные товары и услуги. Практически все виды продукции, включая товары первой необходимости, завозятся в республику извне, а следовательно стоимость зависит полностью от цен, запрашиваемых импортерами. Единственным экспортным товаром остается сельскохозяйственная продукция, но и она, судя по всему, находится в упадке. Из-за высоких арендных платежей за землю и низкого спроса на рынке фермеры все чаще оказываются на грани разорения. И это то самое прекрасное будущее, которое обещали чеченцам. Оккупационное будущее, которому марионетки Кремля дали утвердиться, начиная с оппозиции против президента Д. Дудаева, пятой колонны в лице Айдигова, Эмудугова, Азакаева, Акадырова и множество других, занимавшихся антиконституционной деятельностью, внося незаконные шариатские поправки в светско-демократическую конституцию ЧРИ 1992 года, что полностью подиграло русской риторике о борьбе с международным исламским экстремизмом и терроризмом и отталкивало международное сообщество от решения вопроса чеченской государственности, а также антигосударственной деятельностью в руководящих кругах Ичкерии, тотальное игнорирование распоряжений президента Амасхадова, тайные переговоры с русским режимом и получение от него финансирования для подрывной антигосударственной деятельности, саботаж создания единой армии через раскол на неуправляемые джамааты с бесконтрольным получением финансовых средств с Ближнего Востока и с самовольными захватами промышленных государственных объектов, как нефтяные месторождения и так далее, внедрение шариатских самосудов через публичные казни, похищение как собственных граждан, так и иностранцев для расправ или требования выкупа. И все это в итоге дало крепко установиться русскому оккупационному режиму в Ичкерии и оправдать перед миром русскую кровавую бойню чеченского народа.